на данном этапе пока что происходит то, что мы мусор берем из одной части территории Республики Ингушетия и переносим на другую часть территории Республики Ингушетия. Переработка пластика, изготовление из обработанного сырья, простых и практичных вещей, таких как элементы декора, светильники, контейнеры и даже парковая мебель. Перспективная идея у молодого человека родилась давно, когда после учебы за пределами вернулся в республику и увидел не очень приятную картину. Меня отец воспитывал бережное отношение к природе. С детства мне вкладывалось то, что у нас нету другой земли, у нас нету другой Ингушетии, и если же мы намусорим тут, то через год, через два, не я, так мой сын придет на это же место, и он будет пожинать те плоды мусора, которые мы сами там выкинули, грубо говоря. Ну и последней точкой сдвига было то, что мы с детства очень часто отдыхали на природе с отцом. И, соответственно, я 6 лет учился в Москве, и когда после 6 лет пребывания в Москве и приехал на то же место, где я бывал с отцом, я увидел мусорную свалку. Рекордные 240 баллов Ядом уже второй год подряд срывает грантовый курс на Машуке. В прошлом году он реализовал в регионе свой первый проект – установка Wi-Fi в общественном транспорте. Но в этот раз проект молодого активиста намного масштабнее. Со сбором пластика Адам уверен, никаких проблем не будет. Нужно лишь поставить контейнеры по всей республике. Будет установлено 150 пунктов в школах и 50 по городу Назрань. И в этих пунктах будет приниматься пластик, специально имитированная щель будет для пластика. И будет соревнование между школами. И исходя из этих соревнований, те команды, которые наберут наибольшее количество баллов, в последующем получат подарок. С проектом Адама на Машуке ознакомился и глава региона Юнусбек Кевкуров, вручил молодому человеку благодарственную грамоту за вклад в развитие республики. Что означает экологический проект, глава оценил высоко. Так вы нам поможете с 3D? Как проявите? Подожди, поможете с чем? С приобретением 3D принтера. Подожди, ты проект уже выиграл? Чем выиграл? Да. Мы выиграли, пока что мы не можем сказать, ничего выиграли, потому что идет вторая смена, скорее всего, будут, может быть, более крутые проекты, но мы забрали максимальное количество баллов. Если забрали, 500 тысяч ты планируешь получить? Да, дал Эндер, русскую, если нам суждено будет. Видишь, сколько надбавок? Мы же не можем. Я уже сказал, после вернетесь, не только вот эти проекты, а еще проекты, которые там, все проекты представят, мы посмотрим, что взять на вооружение, исходя из этого посмотрим, чем оформить. Вторая смена на Машуке стартовала накануне. Она началась со Дня Ингушетии. На территории форума расположилось национальное подворье. Музей изобразительных искусств республики развернул выставку народных промыслов. Участникам и гостям представили старинные предметы быта и культуры, национальные наряды, аксессуары, сувениры из глины и камня, а также старинное оружие. А после экскурсии Юнусбек Кевкуров вместе с председателем парламента Зелимханом Евлоевым пообщался с участниками форума. В ходе пресс-конференции ребята поделились своими идеями и инициативами, с которыми приехали на Машук. И просьба, и рекомендации к вам, ко всем, постарайтесь сделать проекты каким-то образом межрегиональными. То есть не местечковыми нашими, там внутри регионов их забивать, а не надо конкуренцию здесь друг другу создавать. Вот сейчас я посмотрел там студенческое телевидение Чеченской Республики, тут же студенческое телевидение Ингушетии. Объедините проекты. То же самое народные промыслы. Объедините проекты. Вот хороший проект там дагестанцы там начали, и уже у нас в республике он тоже работает там. Человек года, кажется, называется проект. Уже второй год у нас он работает, и он успешный проект. И многие пытаются или хотят попасть в номинацию вот этого проекта как человек года. То есть постарайтесь все-таки расширить просторы и горизонты своих проектов. Мы должны все понимать, что помимо нашей с вами культуры есть и другие культуры. Мы должны уважать друг друга. Вот если в этом случае, я думаю, что у России будет большое будущее, и мы не сомневаемся в этом. Хочу закончить свое короткое выступление словами великого советского, российского, дагестанского поэта.
Мне все народы очень нравятся, и трижды будет проклят тот, кто вздумает, кто попытается чернить какой-нибудь народ. Словом, Машук-2017 выдался для ингушских активистов по-настоящему плодотворным. На первой смене наша делегация представила около 150 интересных проектов в сфере предпринимательства, СМИ и социального развития. Уже дан старт второму этапу форума. Участники надеются, что он окажется не менее удачным, чем первый. Дерман Кива, Адам Далаков, Новости 24.